прежде чем поехать в Иволгинский Дацан, пожалуйста, приводите своих гостей. Вы увидите фактически божеств, да? Потому что наши художники, мастера, они все дарханы, дарханских родов. И я хотела бы, чтобы наш бурятский зритель все-таки и погрузился и в культуру, и в искусство Якутии, и в то же время показать вот эту вот современный и абсолютно динамичный и очень яркий вид искусства, как якутское кино. Добрый день. У меня сегодня в гостях директор Национального музея Республики Бурятия Татьяна Анатольевна Бараноева. Татьяна Анатольевна, добрый день. Добрый день. Татьяна Анатольевна Бараноева родилась 7 июля 1965 года в Улан-Удэ. Живет и работает в Улан-Удэ. В 1987 году окончила Московский государственный университет имени Ломоносова по специальности «История искусств». В 1994 году окончила аспирантуру теории и истории изобразительных искусств Российской академии художеств. С 2019 года почетный член Российской академии художеств. В 1994 году стала кандидатом искусствоведения, член-корреспондент Российской академии художеств, заслуженный деятель искусств Республики Бурятия, член Союза художников России с 1998 года. Организовала более 30 кураторских проектов и выставок, таких как «Кочевники духа», «Женщина у Байкала», выставка женщин-художниц, международный музейный проект «Чайный путь», «Гостеприимная Бурятия» и другие. Автор более 50 научных статей. Какие впечатления от пребывания в Якутии? Ну, вы знаете, конечно, я даже, может быть, и рада, что я приехала сюда вот в такое вот начало весны, которое оказалось зимой, да? Вот. И, конечно, неожиданно, что такой снег идет, и все в сугробах. И поэтому Якутия это все-таки это снег, солнце, СРГ, и вот эти вот СРГ. И все время вот мне кажется, вот этот образ СРГ очень важен для Якутии, такой вот основной как символ, да. Вы буквально в эти дни знакомитесь с культурой, традициями нашей республики, посетили музеи, посетили частную коллекцию художника Афанасия Осипова. Что для себя подметили, что для себя увидели интересного и какие идеи возникли при пребывании, при посещении этих музеев? Я хочу сказать, что, конечно, безусловно, Якутия обладает богатейшим наследием художественным, культурным, и музеи мне очень понравились. И мне очень понравились, безусловно, художественные музеи, и они как принимающие сторона меня, и вообще совершенно замечательные сотрудники, коллектив прекрасный. Вот музей Ярославского краеведческий, он находится на реконструкции, но мне понравилось, что у них такая огромная территория, такое интересное здание, да, и вообще вот какая-то такая атмосфера очень интересная. Но я думаю, что все впереди, все будет благополучно. И вообще, мне кажется, первое, куда надо ходить обязательно туристов, это ваш музей. До приезда в Якутию что вы знали о Якутии? О Якутии, да. Хороший вопрос. И я, в общем, знаете, вспомнила, что когда я была еще студенткой или вот только закончила университет, я поехала в Красноярск, и там была то ли выставка, то ли что-то такое, где собирались наши художники бурятские, якутские, и не только. Я думаю, что это было какое-то дальневосточное что-то, да. И мы поехали на пароходе по Енисею. Вот. И там вот мой учитель Инесса Ильинична Сактоева, искусствовед,
почетный академик, они дружили с Иннокентием Потаповым, вашим искусствоведом. И я вот помню, как мы сидели на этом корабле, на палубе, и они разговаривали с таким увлечением про художников якутских, бурятских. Вот. И фамилию Осипова я, конечно, услышала от них. Потом я увидела его работы, по-моему, на зональной выставке, которые были что-то у нас. Ну, конечно, увидела просто в картинках, да, вот в альбомах. Ну и вот здесь я увидела в галерее уже, так сказать, Воочию, полноценное да. его творчество. И, безусловно, меня, конечно, вдохновили портреты, такие родные лица наших бурятских художников, которыми он дружил и которых он писал. В Якутию вы приехали с прекрасной миссией познакомить якутян с уникальным экспонатом. Атлас тибетской медицины. Да, атлас тибетской медицины. Очень уникальный живописный памятник. Хотелось бы, поскольку вы сегодня у нас в студии, узнать историю, да, приобретения, появления этого экспоната в вашем музее. Насколько мне известно, и в интернете очень много информации, то, что оно в Тибете закрыто там за несколькими замками, что не каждый может увидеть, и это все находится в свободном доступе на ваших выставках в Музее Бурятии. Ну вот давайте начнем с самого начала, что атлас или иллюстрации медицинскому трактату Великое Четверокнижие Джодши. 4 тантры. К нему, который был создан, вот это Великое Четверокнижие, где-то написан примерно в XII веке, к XIV веку. И вот как в XIV, простите, веке, и уже к XVII веку к нему было, то есть медицина двигалась вперед, знания углублялись, и регент Далай-ламы V на тот момент, Десрит Самджай Джамцо, взял на себя такую смелость и возглавил работу по составлению комментария к четверокнижию. И это комментарии, эти тексты назвались «Голубой берил» или «Вайдурья Анбо». Это очень известный медицинский трактат. И к нему, чтобы, скажем так, будущие врачи и ламы, они понимали больше как бы текст. К нему, ну давайте будем говорить современным языком, вот это визуальное восприятие текста, которое вот были написаны эти листы атласа, таблицы. Их всего в первоначальном варианте, который писалось, как пишут исследователи, 79, да? И те, которые хранятся вот именно в Тибете, да? И они хранились в монастыре Чакпоре. А вот что касается нашего атласа, то к нему было 77 таблиц. 2 просто не стали писать, поскольку как бы это был проект специально для бурятских дацанов, для развития медицинской школы Бурятии. Вот. И один лист из этого атласа 70 был утрачен. Но утрачен мы не знаем в какой момент. Ну, по крайней мере, в наш комплект насчитывает 76 таблиц. 62-й лист, он говорит об анализе мочи, там вот, ну, несколько листов, вот, и вот он утрачен. Таким образом, когда атлас был вывезен, и в том числе известно, что лама МЧ из Сугальского дацана Шурапсуноев вывозил его, ну, группа такая лам вывозила, его вывозили тайно, вот. Никаких документов, свидетельств нет, вот, и вывезли его в Сугальский дацан, это в Агинском округе, это Забайкальский край, если так вот территориально говорить, да. Там существовал и существует до сих пор Сугальский дацан. И потом, в начале 20-х, где-то примерно после 10-20 года, атлас попадает в Ацагатский дацан. Вот именно из Ацагатского дацана, благодаря работе
того времени, хранителей того времени, а именно Жабона, который был долгое время главным хранителем нашего музея краеведческого, атлас был вывезен и попал в музей. Но Какая объемная история. объемная история, и здесь надо отдать должное нашим хранителям, нашим предшественникам. Благодаря им мы сохранили уникальное наследие вот для всех нас. И вот тот экземпляр атласа, который доступен, как вы правильно сказали, для всех, это уже, ну, скажем так, сокровищница и наследие уже всей России. Да? Ну, то есть хранится в нашем музее. Вот, так что... Насколько мне известно, ученые очень тщательно изучают, переводят вот эти листы. И вы сказали, что сейчас готовится новое издание. Ну, мы помним это издание 94 года, оно уже стало раритетом, его уже нету, вот в таком желтом видели, наверное, супере, да. И вот это издание, оно, сейчас его практически уже даже в магазинах и нету, да. И сколько лет прошло? И Институт монголоведения, буддологии и тибетологии начали работу, завершается эта работа по изданию нового атласа. То есть переводы сделаны новые. Вот. И самое главное, что, видите, тогда полиграфия была одного времени. Да? Вот в самом атласе вот цветопередача, она, ну, несколько, как мы говорим, пережаренная. Да? Вот полиграфисты поймут, о чем я говорю. Да? Вот, цвета чуть-чуть, ну, немножко далеки от оригинала. Да? В данном случае мы заключили договор, и мы предоставляем и вместе, это вот наша совместная будет работа, наш сотрудник Светлана Батировна Бардалеева, вот мы вместе готовим вот тоже текст, и где рассказываем про историю именно атласа, как этот памятник попал к нам в музей. Потому что в предыдущем издании там об этом, ну, практически не говорится. В интернете очень много информации, там вплоть до того, что где-то как-то там вывозилось, да, столько историй придумывается, да, и Конечно. было бы, безусловно, подарком для всех, если вы раскроете вот эту тему и напишите свою историю. Я думаю, что да, и это мы делается с учеными вместе. Вообще всегда любая история, она всегда обрастает легендами. Это такое правило, видимо, да, так бывает. Вот. Но точку всему может поставить научное издание. И даже это издание, которое выйдет, я думаю, что еще потом можно будет еще что-то дополнять, но уже через какое-то время. Но мне кажется, наука движется вперед. Ага, Татьяна Анатольевна, но мне кажется, наоборот, подогревается какой-то интерес, появляется любопытство, чтобы лишний раз еще посетить эту выставку, увидеть эти экспонаты воочию, посмотреть, попытаться прочитать эти иллюстрации. Самое главное, Анна, что мы там есть QR-код, можно через QR-код, через телефон вы попадаете, да, и попадаете, и можете прослушать экскурсию. Очень хорошим дикторским текстом вам расскажут. Здорово. Так что это очень хорошо. А что вы еще делаете для привлечения аудитории в музее? Да? Поскольку действительно идет сейчас, можно сказать, борьба, да, за аудиторию, и театры тоже придумывают какие-то интересные ходы, и мы, телевидение, тоже, да, делаем новые проекты, передачи, чтобы привлечь аудиторию. Ну, мы все музейщики стоим, конечно, перед этой задачей, как работать с аудиторией, которая меняется. Вообще запросы аудитории меняются. И мы тоже не должны сидеть сложа руки. Мы тоже должны меняться. Интерактив, мультимедиа, это уже давно вошло в нашу, как говорится, действительность. Да? Вот. Но самое главное, чтобы зритель, который приходил, да, вот, например, мы сейчас подготовили выставку в нашем музее истории «Достояние республики». И мы, готовя ее весь год, мы обратились к населению, о том, чтобы они поучаствовали. То есть давайте создадим историю вместе, вспомним нашу историю Бурятии. И люди приносили документы, фотографии, какие-то вещи. А до этого не было таких предложений
не приносила население? Нет, приносила, знаете, когда делали выставку к юбилею Победы. Вот тоже была такая отдача. У нас очень много принесли наград своих предков, дедушек, бабушек. Сказали, знаете, у нас, ну, вот что-то боимся, может быть, мы лучше вам передадим. Вот такое было, да. Письма-треугольники приносили к нам, оставалось это все в музее. Это есть, но здесь мы как бы немножко всколыхнули, что ли, людей в том плане, что ну давайте все-таки 100 лет республики, давайте мы как-то вместе это сделаем, да. И вот эффект такой вот все-таки был. Очень много экспонатов пришло, что-то мы закупили. Вот пример. У нас такой был выдающийся врач Ешин Ньюич Цыбиков, хирург, да, его все знают в республике. И вот он ушел из жизни, и его родственники пришли, ну, буквально через короткое время, сами пришли к нам в музей и сказали, знаете, мы хотим, чтобы все это сохранилось в музее. В предварительной беседе мы говорили о том, что вы делаете все возможное, да, чтобы каждый музейный сотрудник помогал в продвижении, да, продукта, тем, выставок. А востребованность профессии? Идут в музеи молодежь? Ну, вот мы все делаем, чтобы молодежь приходила в музей. И за последние несколько лет у нас музей пополнился молодыми, очень перспективными кадрами. И мы растим их, мы работаем с ними. Ну, собственно говоря, для чего и существует вот это наставничество, да? Когда, в общем, надо помогать и что-то рассказать, и чем-то помочь. И у нас есть старейшие работники, хранители, которые работают уже свыше 50 лет. У нас есть такие сотрудники, которые хранители, да. И рядом молодежь, которая воспитывает, и которая подсказывает, говорит. И мы, когда делаем выставки, мы без таких наших хранителей, вот старейших, мы просто не можем. Мы всегда советуемся с ними. Мы говорим, вот как вы думаете, Любовь Филипповна, что вы думаете, Жаргала Дмитриевна, там, потому что мы знаем, что их взгляд, их какая-то вот внутренняя вот позиция для нас очень важна всегда. Мы вот стараемся это сохранить. Но знания также важно передавать. Знания также, конечно, важно передавать. И вот молодежь, она слушает, смотрит, и вот, допустим, даже вот идет какое-то построение экспозиции новой выставки через руки, через предметы, когда буквально хранитель рассказывает, передает молодому сотруднику, тот начинает строить тоже экспозицию. И вот это все через руки, вот эта память передается через руки, из рук в руки, вот в прямом смысле этого слова. Я почему спросила, потому что сама недавно тоже прошлась по нашим музеям, и мне было очень приятно увидеть молодых да, девушек, которые работают гидами, и так прекрасно, интересно и современно рассказывают. Я, кстати, обратила внимание, у вас здесь в музеях молодые, талантливые экскурсоводы и сотрудники. Вот как-то от них идет прям приятная такая вот атмосфера, энергия, что ли, да. Тоже обратила внимание на это. В Бурятии очень много ярких, интересных художников, скульпторов. Шинамдаков, да, и Зарикто Даршиев. Кстати, много работ Таши Намдакова в Бурятии? Ну да, есть. У нас есть его крупная монументальная работа в Иволгинском Дацане «Маленький Будда». У нас в музее замечательные работы Даши, скульптуры и графика его авторская. А есть большие масштабные работы? Я просто городе? не была. В городе, ну, пока нет, так будем говорить. Просто, да, но в будут. Казани есть, в других городах есть, да, А я думаю, что будут. Я думаю, что будут. У нас совершенно вот сейчас, не знаю, слышали вы или нет, но у нас принят новый мастер-план города Улан-Удэ. И центр города, благодаря вот той вот совершенно невероятной энергии, инициативы нашего главы Алексея Сапучица, центр города просто будет весь меняться. Там построят театр Байкал, наш новый национальный музей, межвузовский такой международный кампус студенческий. Весь город, сам центр преобразится. И здесь, конечно,
я думаю, необходимо будет это все еще художественно Оформить, подпитывать, да. да, вот, скажем так, оформить, подпитывать. И здесь вот как раз такие монументальные скульптуры, как скульптуры Дашином такого, я думаю, будут востребованы очень даже. Как поддерживает республика талантливую молодежь, поскольку в одном интервью я посмотрела, как вы говорите о них, то, что они амбициозные, яркие, и мы тоже со стороны наблюдаем то, что даже у ваших художников появился какой-то особый почерк, да, вот когда мы видим какие-то коммерческие проекты, да, мы видим, вау, это бурятские художники, видимо, нарисовали, поскольку вот именно девушку даже как-то изображают по-особому. Поэтому есть такое настроение, есть особый почерк. Ну, у нас, во-первых, есть и колледж искусств, и педагогический колледж, и есть институт культуры, отделение декоративно-прикладного искусства, да. То есть есть база, да, профессиональная такая, художническая, да, подготовки. Но у нас, в общем, художники, они, вот молодежь, она стала как бы внутри и керамики, и в войлоке, и в разных видах, вот, скажем, декоративно-прикладного. Ну, мы всегда справились, и как и вы, наверное, декоративно-прикладным искусством. Здесь, я думаю, вот уже появляются такие очень интересные имена. Вот Надя Абзаева, она вот модельер, да. Амгалан Ренчине, он очень интересные делает проекты и в графике, и в войлоке сам делает, да, вот. И даже в керамике он тоже делает очень интересные проекты. Мы в центре ЗАЛУ, который у нас появился, современного искусства, там проходят регулярно очень интересные такие проекты, выставки, да, с молодежью. Мы делаем проекты в музее Сулде или Дух. У нас 3 проекта Сулде как раз уже прошло в музее, где мы собираем не только там известных, старейших художников, но главное, делается ставка на молодежь. Куратором этого проекта является Александра Шановна Дугарова, очень известный художник. Вот из молодых. Дарима Контакова. Имя, которое, наверное, может, скоро услышит вся Россия. Да. Это девушка наша, выпускница Питерского академии художеств, отделения графики. Ее дипломную работу, графические афорты, иллюстрации к ГСРу мы уже приобрели в музей. То есть это очень сильные работы, которые мы посчитали комиссионно, да, что нужно, чтобы ее работы пополнили наши фонды. То есть она уже, будучи молодой, уже вписала пошла свое в историю, имя да. и своей работы в историю. А как вы сами подпитываетесь? Наверняка посещаете музеи не только по работе, но и в отпуске, на отдыхе в разных городах и странах. Что увидели интересного? Какой музей бы отметили? За какую оригинальность? За какой экспонат? Я, безусловно, обожаю московские и питерские музеи. И очень люблю из питерских музей истории и религии. Это мой такой один из самых любимых музеев. Вот. И я помню, мне очень нравится, как они сделали буддийскую экспозицию. Самое главное, они сделали комнату отдельную, где выделили буддийский рай. И там прямо, знаете, это то, что сделано по заказу Ухтомского в Тамчинском Дацане, и туда как попадаешь как будто в рай. Там музыка, там специальная подсветка, и вот эта скульптурная такая композиция под стеклом как создает совершенно особую такую ауру. Но такого экспоната нету. У нас точно. Это вот князь Ухтомский заказывал специально для музея императоров. Да. Так что вот такие вот есть у нас уникальные экспонаты. Вот. Ну, безусловно, Третьяковская галерея. Вот по Третьяковской галерее могу ходить бесконечно, задерживаясь там в каждом зале, там подолгу застревая у картины. Врубель, это мой один... Это Врубель, это вот прям моя вот студенческая
любовь. И я писала даже не дипломные, курсовых работ очень много писала в свое время по Врубелю именно. Так что Врубель, захожу в зал к Врубелю, как встреча со старым знакомым, да, что называется. Мгм. А вот для туристов, для наших зрителей, которые отправятся в Бурятию, в Улан-Удэ и посетят ваш музей, что вы настоятельно советуете увидеть, с какой экспозицией ознакомиться? Вот Ну, прям кладезь. Да, это, конечно, сокровище буддийской культуры и искусства. Это наш 3-й этаж. Это, безусловно, и мы всем, и туроператорам, и нашим гостям говорим, прежде чем поехать в Иволгинский Дацан, пожалуйста, приводите своих гостей на 3-й этаж, на сокровище. Мы вас погрузим в историю, вы увидите самые лучшие экспонаты, вот вы увидите фактически божеств, да, потому что, как у нас ламы приходят, говорят, что это бурхадут вообще, да, бурханы. И потом вы можете ехать в Волгинский Дацан. Ну вот как-то так. Я думаю, что это одна из таких жемчужин наших в нашей экспозиции, в нашем музее. Сейчас вот мы восстановили, сделали экспозицию «Серебряные небеса», где мы показываем мужские и женские украшения в серебро в Бурятии. Это тоже наш бренд, потому что наши художники, мастера, они все дарханы, дарханских родов. Какое сходство вы увидели Между бурятскими и якутскими, и да, якутской культурой? украшениями. Ну, вот смотрите, если говорить, допустим, о украшениях иркутских бурят, да, предбайкальских, то там очень много сходства именно с якутскими, да. Даже в костюме. Вот палате называлось платье, у вас халате, да? У нас холодай. Холодай. А у нас палате. И вот сверху палате, платье, по сути, одевается безрукавка. Хубаси такая длинная, с разрезом сзади, чтобы скакать на коне. Вот. И украшения, они тоже вот полностью, вот эта вся зона, начиная там от накосных и вот вниз, плоские такие украшения, как вот, между прочим, иркутских. Но у иркутских бурят больше вот монеты, вот камень, и вот здесь много у вас ажурных таких элементов. В иркутских украшениях такого буряты имеются, да, меньше. А вот что касается восточных бурят, да, уже забайкальских, там очень много сходства с монгольской, тибетскими украшениями, монгольскими, и там идет чеканка. Очень много. И там идет объем, и украшений очень много, до почти 20 килограмм могла носить женщина, богатая женщина бурятская, и украшения тоже с колокольчиками, да. И вообще смысл всех украшений, я думаю, у многих народов, практически у всех народов мира, это защита. Защита вот женщины от сглаза, от уязвимых всего, мест, да, да. всех уязвимых мест. Вот это самая чакра, грудная чакра, ниже там, ну, и так далее. То есть это все защищалось. Очень интересно вас слушать, и, наверное, вся работа ваша состоит из открытий, да? Но среди этих открытий вы находите время заниматься чем-то другим? Я люблю читать стихи. У меня просто вот на столике, на Это ваше тумбочке хобби? перед там, кроватью всегда лежит томик стихов. Я просто перед сном прочитываю, ну или там что-то на планшете перечитываю. Ну, лучше, конечно, книгой, да, перечитываю стихи. Стихи для меня — это отдых. И это возможность перегрузиться, возможность подумать, возможность вот как-то зайти в какой-то вот, погрузиться в какой-то другой мир. Вот это для меня отдых. Пробовали писать? Нет, я писать не пробовала, но я вот действительно, вот, наверное, вот не зря поэзия считается одним из самых вдохновенных и высоких видов
творчество человека, потому что не каждый может писать стихи. Это действительно очень сложно, мне кажется. Ну, в смысле, вот, может быть, просто писать какие-то такие вот четверостишие — это одно, а вот писать так, чтобы вот эта рифма, эта метафора, чтобы так затрагивала человека, да, это уже высокая поэзия. У вас очень сильный род, родители, бабушка с дедушкой. Какой ценный урок, какой ценный совет вы получили от них и носите в себе как цитату, возможно, афоризм, и можете поделиться с нами? Угу. Ну, и дедушка, и бабушка, и вообще родители, и дедушки, и бабушки с двух сторон, они всегда воспитывали. Я вот была такой вот любимицей, да, скажем, и дедушек, и бабушек, одна из старших внучек, да, и вот, знаете, на меня очень много тепла и любви я получила от них. И вот это, мне кажется, мне помогает. Вот это, как, знаете, как подушка безопасности меня окружает. Но и в то же время моя бабушка, например, по папе, ее звали Варвара, вот, она была очень строгой. И она всегда говорила, что надо всегда очень много работать. Вот она прямо требовала, чтобы всегда надо быть скромной, работать, и вот только потом думать о себе, да. То есть вот это вот она с детства потому что так получилось, что я очень часто у бабушки с дедушкой папиных жила, и вот ее вот это твердое, строгое воспитание, оно вот в меня очень зашло. Да. Это помогает по жизни? Конечно. Не думать о себе, а много работать. Потому что, иначе никак нельзя по-другому, понимаете. Работы много, но ты как бы внутри вспоминаешь, когда вот очень тяжело, вдруг там вспоминаешь, что говорила тебе бабушка, ну, и думаешь, ну да, дальше пойдем, двигаемся нормально. Ничего не происходит, все хорошо. Единственное, что у меня мама ушла рано, и всегда я внутри, в душе, я очень к ней обращаюсь. То есть я, например, если что какой-то момент, я вдруг так думаю, а что бы мама мне посоветовала? А что бы она мне могла сказать? И вот тогда мне становится легче. То есть я к ней, конечно, обращаюсь. Но я что-то, наверное, в душе что-то происходит. Замечательно. Татьяна Анатольевна, а сейчас очень много говорят о коллаборации, о том, что и бизнес с бизнесом дружит, и партнерские отношения идут между организациями. Как вы думаете, вот вы посетили музеи, чем и как Якутия и Бурятия могут в чем сойтись, какой проект совместный продумать? Насколько мне известно, у вас уже есть идеи. Ну да, я очень внимательно посмотрела и фонды музея, прошлась по реставрационным мастерским, посмотрела все экспозиции. И, конечно, я думаю, что мы, может быть, сделаем, вот думаем и о Ланхо, очень интересна мне тема, и в то же время мне очень интересна тема якутского кино. Там сейчас очень хорошая выставка, не хороните меня Без по Ивана, фильму, да, да. «Без Ивана». И я хотела бы, чтобы наш бурятский зритель все-таки и погрузился и в культуру, и в искусство Якутии, и в то же время показать вот эту вот современный и абсолютно динамичный и очень яркий вид искусства, как якутское кино. Спасибо большое, что приняли наше приглашение. Желаем вам, чтобы все цели были достигнуты и все планы были реализованы. Спасибо большое. Спасибо.